Теперь нанесем облицовку на торцы панелей. Выбираем облицовку ПВХ 2 мм. Панель подрезать на толщину облицовки и способ облицовки кромок каждую отдельно. Указываем панель, на которую будем наносить кромку. На этот торец будет кромка ПВХ 2 мм. Выбираем меламиновую кромку и указываем, что она будет наноситься на этой панели, на этот и на этот торец. Аналогично делаем для другой панели. Видите, панели подсвечены красным. Это сигнализирует о том, что здесь мы уже нанесли кромку. Аналогичным образом делаем вот здесь облицовку. Сзади не будем, потому что там прикрыто задней стенкой. Здесь только спереди. Здесь тоже только спереди. Лучше такой режим выберем. Здесь тоже только спереди. Аналогично на этих. Так. На двери кромку не наносим, потому что если мы щелкнем, видите, там уже нанесена кромка во время установки дверей. Поэтому всю кромку мы нанесли. Если сейчас посмотреть на изделие и переключиться в режим отображения облицовки, если нет облицовки, то заданным, то, как видите, нигде красного цвета нет. Красный цвет вот здесь только чуть-чуть появляется. Это как раз 2 мм на отступ для задней стенки, чтобы не было ее видно. Ну и также нету облицовки на задней стенке. Нет смысла там облицовку наносить на ДВП. Для того, чтобы посмотреть, внутри мы нанесли всю облицовку или нет, мы можем выделить двери и указать «Скрыть выделенные». Посмотреть, что внутри. Здесь тоже вся облицовка нанесена. Восстановим видимость. Кроме всего прочего, когда мы устанавливали панели, то мы не задавали их имена. И по умолчанию панели шли с именами там вертикальная, горизонтальная, фронтальная. Ну, на чертежах это не особо будет красиво смотреться, когда все названия панелей будут на одно лицо. Поэтому мы можем переназначить название панели. Для этого откроем окно модели. И вот становимся на эту панель. Она подсветилась здесь и показался внешний вид в просмотрщике. По правой кнопке мы указываем «Переименовать». Выбираем из списка имя панели. Если нет подходящего, то мы можем прямо непосредственно здесь набрать. Крышка. И уже обратите внимание, если переименовать, то в списке крышка уже появилась. Вот. Но в данном случае мы назовем боковина. Для этой панели тоже боковина. И так далее для всех панелей. Таким образом мы переименовали все панели. И теперь они имеют у нас нормальное название. Необходимо еще поставить